Землячество у нас, что здесь бывает? Само землячество у нас Агалган. Потом у нас... Землячество у нас Агалган. Потом у нас бывает очень часто проводятся в Ургувке соревнования по спорту, да? Раз в 2 года. В Ургувке спортивные праздники, да. Потом у нас что еще бывает? Какие встречи? Мне кажется, вот Григорий Ердамаев, да, он достаточно часто проводит какие-то брейн-ринг, он проводит. Мне нравится, что люди как-то затронуты. Потом еще у нас проводятся театральные кружки. Он же организовал людей. Сейчас они должны, кстати, скоро представить какой-то спектакль. Потом, что касается землячества, люди ходят, играют в волейбол. Я знаю, люди ходят, играют в футбол и в бассейн. Потом у нас еще здесь есть, по-моему, классы бурятского языка. То есть это тоже один из подвидов землячества. Массовое, это, конечно, только Сагалган. В прошлом году я, к сожалению, не была. До этого... В Москве нам, наверное, очень тяжело встретиться с родственниками даже, потому что мы выходим, когда еще не расцвело, да, приходим, когда уже стемнело, поэтому по родственникам мы ходим очень редко. И чем мне нравится Сагалган, что можно встретить всех, обсудить все новости, просто порадоваться, наверное, тому, что вокруг тебя одни твои сородичи. То есть мне очень нравится землячество в этом плане. Мне нравится дух, когда люди бегут и встают в очередь, чтобы купить бузы. То есть мне вот это вот движение нравится, потому что как-то оно настолько родное. Ну, пьют, пьют, по-моему, везде, без разницы. Есть повод, нет повода. Это, конечно, очень неправильно, потому что буряты вообще не должны пить. У нас нет этого фермента, который усваивал бы алкоголь. Ага. Но я бы сказала, что вообще алкоголь к хорошему не приводит. Есть 3 стадии алкогольного опьянения, да? Петух, змея и свинья. Петух, когда ты выпил немножко и начинаешь хвалиться. Я такой, я это некрасиво. Потом 2-я стадия, когда ты выпил еще больше, ты становишься змеей, ты жалишь, становишься гневным, желчным. Это тоже ужасно. И 3-я стадия, это когда ты уже перепил настолько, что ты просто лежишь как свинья. Поэтому ни один из 3 примеров не является красивым, а мы должны стремиться к красоте. У нас нет выхода. Я просто боюсь, что чуть попозже мы будем все похожи на героев фантастики, когда чистых лиц нет. Все в бородавках, я не знаю, с кривыми глазами, зубами, вообще с одним глазом, с 3 глазами. Но вот ощущение, что мы настолько сейчас неправильно питаемся, не только потому, что сами этого хотим, да, а потому что нечего есть, да. И, соответственно, мы мутируем. Это неправильное усвоение пищи, оно собой, разумеется, что мы начинаем обрастать папилломами, ангиомами и так далее. У нас ногти расслаиваются, волосы выпадают, что только с нами не творится. Поэтому все будем скоро просто некрасивыми личностями. Поэтому, к красоте стремиться нужно.